Индюшку, печенье, морковку. Всякое разное. Это обычная картина нашей жизни. С утра пораньше на рынок, чтобы купить подешевле. Так живут миллионы пенсионеров. Хлеб, картофель, капуста, морковь, молоко – все, что позволяет их скромный бюджет. А это обычный бургер сети быстрого питания. Из ингредиентов куриная котлета, сыр, лук и соус. Однако в том, что здесь много консервантов и усилителей вкуса, уже никто не сомневается. Но может ли современный бургер быть не только безвредным, но и полезным, разбираются диетологи. Такой фастфуд теперь предлагают включить в рационы пенсионерам. Обещают дешево и сердито. Только сами пожилые, похоже, не заинтересованы. Мы сегодня специально пошли в сети быстрого питания. Заходим в первый, зал полон, но ни одного, кому за 50. Идем в другой, пенсионеры обнаружены, но только с внуками за компанию. Считаю, есть мясо нормальное. Курицу, индейку. Лучше купить витамины на рынке и сделать салатик. Я предпочитаю еду домашнюю, но иногда могу устроить себе праздник в фастфуде. Специальная еда, которую придумали для пенсионеров, пойдет под маркировкой для пожилых. Сюда должны войти и полуфабрикаты. Как говорят в исследовательском центре питания, это могут быть овощные и замороженные блюда. От тех, что уже есть в магазинах сейчас, они будут отличаться тем, что обогащены витаминами. Однако, по словам диетологов, гамбургеры по низкой стоимости вряд ли смогут стать альтернативой здоровому рациону. Должны обязательно получать полноценный белок. Это мясо, рыба, яйца, молочные продукты. Но из-за того, что есть нарушение переваривания, нарушение всасывания, самые легко усвояемые белки – это из молочных продуктов и из яиц. Из дефицита витаминов и микроэлементов чаще всего это дефициты витамина D, кальция, железа. Правильнее делать не фастфуд, а специальную здоровую еду для пенсионеров, считают эксперты. Взрослый человек физиологически имеет свои особенности. Безусловно, наверное, в каких-то витаминах, каких-то... Не все же, значит, в этом вопросе владеет информацией, чтобы себя полноценно обеспечивать необходимым. Какой же все-таки будет еда для пенсионеров? Исследовательские центры питания уже готовят рецепты и технологии. Но только согласятся ли с ними пожилые – вопрос. Юлия Муратова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.